Не дожидаясь гонга, Тамерлан Зауров ринулся вперед на соперника. Техничный тейкдаун в исполнении ингушского бойца лишил оппонента всякой возможности выйти из опасного положения. Грамотный контроль и большой урон, нанесенный сопернику, приносит Тамерлану победу в бою за бронзу. Как делится боец, занять третье место, в итоге не проиграв ни одного боя, досадно. Если бы не ошибка судейской бригады, в активе молодого бойца была бы победа на первенстве России по панкратиону. Я доволен своим выступлением. Я провел 4 боя, все 4 боя выиграл. В этот раз соперники были легкими, без особого труда я смог их выиграть. В этот раз мне немного не хватало выносливости. В следующий раз я подготовлюсь. А это уже любительские кадры во время схватки Магомадова. Ему нужно было оспаривать право лучшего в самой конкурентной весовой категории. Несмотря на сложную миссию, ингушский файтер достойно провел 4 тяжелые схватки и остановился в шаге от победы. Подскользнулся там, когда хотел ударить ногой. И он сразу побежал, взял меня гильотину. Первые два боя выиграл, а в полуфинале встретился с дагестанцем. Он меня гильотину взял и задушил, короче. И за третье тоже дрался, и это выиграл. Третье место занял. Ингушская школа смешанных единоборств на более чем хорошем уровне представила Ингушетию на первенстве России по панкратиону. 7 представителей бойцовских клубов удостоились медалей, и это только начало, ведь к дальнейшим победам имеются все предпосылки. Наши ребята выступили достаточно большой командой по итогам 2 отборочных соревнований в республике и на округе в Нальчике. Поехали достаточно готовые ребята. Но, понимаете, это же первенство России. Первенство России после целого года простоя собралось большое количество действительно подготовленных, мотивированных спортсменов, и все поединки ребят проходили в конкурентно жесткой обстановке и условиях. Поэтому все ребята показали, по-моему, действительно достойный результат, в том смысле, что, учитывая все то, что я говорю, все те школы, которые были ориентированы на призовые места, конечно, можно было сделать и лучше. Скажем так, у нас есть примеры и предыдущих годов выступлений ребята. Но главное, меня радует то, что после пандемии целого года простоя ребята все-таки оказались достойными, чтобы выступить на таком уровне, составить конкуренцию ведущим школам спортивной борьбы панкратиона в России. 6 мая файтеры отправятся на первенство России по смешанным единоборствам. План минимум – добраться до финальных схваток. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.